Программа ДВН находится в школе номер 22, где проходит августовское совещание работников учреждений народного образования. Ну, наверное, понятно, почему мы здесь находимся. Не за горами 1 сентября, начало учебного года. И вот сейчас мы попросили ответить на несколько вопросов Еремина Владимира Николаевича. Владимир Николаевич, наверное, вопрос один. Подготовка к учебному году. К сожалению, я сегодня не могу говорить о том, что практически все учреждения готовы к новому учебному году. По итогам проверки, приемки учреждений народного образования комиссией, которая была создана постановлением Президиума городского совета, с первого предъявления были приняты всего 3 школы. Это номер 2, директор Шульга Лидия Николаевна, школа 13, директор Гриппас Катерина Сергеевна, школа номер 22, та, в которой мы с вами находимся. Директорствует здесь Светочева Зоя Ильинична. По остальным школам есть незначительные замечания. Мне бы очень хотелось, чтобы в оставшееся время все школы были предъявлены органам надзора на подпись. И мы с директорами обговаривали даже такой вариант. Возможно, мы пойдем на то, чтобы задержать начало учебного года до тех пор, пока школа не будет полностью готова. Как у вас складываются отношения с предприятиями, с шефами? На сегодня нужно забыть про базовые предприятия. Рынок есть рынок, он дает о себе знать. И сегодня лишь единицы базовых предприятий оказывают незначительную помощь нашим школам. Свыше 80% работ, которые проводили в школах по подготовке их к новому учебному году, проводятся кооператорами, малыми предприятиями и так далее. В программе обучения намечаются какие-то изменения в новом учебном году? Да, есть. Так, например, вводится новый курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Этот курс идет вместо начальной военной подготовки. Предусматривается изучение гражданской обороны, уделяется внимание физическому состоянию ребенка. Начинается обучение с 3-4 классов. Однако 11 классы закончат курс начальной военной подготовки, или, как мы ее в последнее время называем, допризывной подготовки, по прежней программе, которую они начинали в 10 классе. Предусматривает ли программа какую-то социальную защиту выпускников ваших школ, чтобы они были как-то более-менее готовы к выходу в это такое сложное, допустим, наше время? Это в большей мере зависит от наших учителей, которые должны показывать жизнь нашу, советскую, в наше смутное время, во всей той ее красе, которая есть, а не по страницам школьного учебника, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Наш президент Борис Ельцин пообещал повышение с 1 января заработную плату учителям школ. Сегодня это положение изменяется или оно остается в силе? Насколько мне известно, в настоящее время во исполнение данного указа ведутся расчеты, на какую сумму должна быть повышена заработная плата, изыскиваются средства на эти цели. И мы надеемся, что заработная плата нашим учителям с 1 января 1992 года будет доведена до уровня заработной платы рабочих, занятых в промышленности и строительстве. И вот еще одна проблема возникла по ходу. Сейчас мы будем беседовать с директором межшкольной столовой номер 6 Трегубовой Татьяной Прокофьевной. Татьяна Прокофьевна, какие проблемы в наше время в городе? Не хватает питания, все очень дорогое. Проблемы со школьным питанием? Ну, школьное питание в этом году объединено одной базовой школьной столовой. Мы планировали, в прошлом учебном году мы работали с 16% наценки. Горосполком обещал нам дать возмещение на убытки, которые несет предприятие, не добирая наценки. До настоящего времени вопрос не решен, и нам отказали. Решен таким образом, что нам отказали в возмещении убытков. По газете прошла информация, что будут 10 рублей каждому ученику дадут горосполком денег. В то же время нам наценку разрешили поднять до 60%. У нас была наценка 16, стала 60. Сейчас мы составляли меню. У нас получилось, что если мы будем подавать только одно блюдо, допустим, второе котлету, рыбу жареную, мясо с гарниром, напиток и хлеб, это будет составлять 30 рублей
в месяц. То есть то, что посчитается добавлено 10 рублей, мы их не получили. И дети не получат полноценного питания на 30 рублей в месяц в городе. Какой вы видите выход? Решить вопрос о возмещении наших убытков, чтобы мы не поднимали наценку. Тогда 30 рублей это будет все-таки подаваться салат какой-то будет. Хоть один раз мы будем в неделю давать булочку, а иначе мы ничего этого не сможем дать. Мы не дадим ни конфеты, ни печенье, ни фрукты, ни овощи. Мы ничего не сможем дать на 30 А где взять средства? Ну, в бюджете же заложено было 1,5 миллиона для нас, а потом их куда-то пропали из бюджета, они мы не можем добиться. Родители сейчас сколько будут платить за питание своих детей? Если мы будем платить на 30 рублей в месяц, то будут платить 20 рублей. 10 рублей будет платить за каждого ученика школа. Но этих денег недостаточно. Нужно или чтобы родители платили хотя бы 25-30 рублей и 10 рублей школа, тогда будет более полноценное питание. Или же горосполком изыскал средства на увеличение суммы на удешевление питания. Предприятия вам идут навстречу? Нет. Мы, в общем-то, к предприятиям не обращались, они разрозненные. Они сейчас не шефствуют над своими школами. И школы остались один на один со своей проблемой. Да. Ну что ж, я думаю, нужно городу найти какое-то решение, совместное решение, потому что все-таки питание детей – это, наверное, очень важная проблема. А программа ДВН продолжает свою работу.